Hayırlı kеш. Көрермендерimiz аз екен. Сәл тағы күтейік адамдардың қосылғандарын. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Бүгін кезекті ұлтқа қызмет жобасы әдеттегідей сағат 20:00-де. Бүгінгі кештің қонағы ерекше. Қазір сол қонағымыз қосылу барысында өздеріңіз де таныса жатарсыздар. Ассалаумағалейкум. Кеш жарық, Нұрсұлтан. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен ұлтқа қызмет жобасында Самат Мейірманов, Центральный ауылдық округінің, Бұқаржы ауданының Центральный ауылдық округінің әкімі, облыстық ауыл әкімдер арасындағы үздік әкім, республика бойынша халыққа ашық әкім номинациясының жеңімпазы. Қош көрдік, Самат. Кеш жарық, Нұрсұлтан. Сәлеметсіз, қадірлі көрермендер. Кеш жарық. Мен есімім, аты жөнім мен Самат Мейірманов. Центральный ауылдық округінің жергілікті әкіммін. Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики. Приветствую, Нұрсұлтан. Самат, өзіңізбен жүздесіп отқаныңызға өте қуаныштымыз. Енді жалпы өзіңізбен таныстыра өтсеңіз. Многие, наверное, не знают. Было бы хорошо, если бы вы познакомились с собой наших подписчиков, жителей нашего региона. Нурсултан, в первую очередь, вам спасибо за такую оказанную честь, за оказанную возможность выступить, побеседовать с подписчиками. Хочу представиться, что меня зовут Самат Мейірманов. Являюсь акимом Центрального сельского округа Бухаржалского района Карагандинской области. Самат, міне елбасымыздың сарабдал саясатының, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бағдарын ұстанып келе жатқан, соны ауылда жүзеге асырып келе жатқан азаматтардың бірісіз. Скажите, пожалуйста, как вы пришли на государственную службу? Тяжело ли работать? Я хочу сказать, что человек себя должен в первую очередь найти. Как и я, не стал исключением. Закончив школу, поступив на экономический факультет Карагандинского государственного университета, проработав в страховой компании, финансовой организации более 3 лет, а точнее быть 3,5 года, я не нашел себя в этой работе. Я был, может быть, я был однозначно неплохим работником, но я себя не нашел. Как говорится, нужно чувствовать, что ты на своем месте, нужно знать свое предназначение в первую очередь. К этому мы еще вернемся.
что я хочу сказать, что выбор моей профессии определил один вечер, можно сказать, когда я приехал в село Тузды к своему другу на новоселье, где по программе «Дорожная карта занятости» ему было предоставлено, по третьему направлению было предоставлено жилье. Я приехал к нему в гости, это был 2011 год, и он мне сказал, возможно, в шуточной форме, возможно, с долей правды, он мне сказал, а почему бы тебе не прийти сюда, в сельский акимат, стать полезным где-то в каких-то начинаниях, ведь ты всегда был приветливый, ты всегда был коммуникабельный, почему бы тебе не попробовать, во-первых. Во-вторых, у тебя назревает вопрос, первый, наверное, вопрос, самый главный, это вопрос быта, вопрос именно жилищный вопрос. И таким образом я пришел к тому, что благодаря этой программе я устроился в Туздинский сельский округ, в местный акимат сельский. Мне предоставили квартиру, и это, наверное, и определило потом мое дальнейшее, можно сказать, аким это призвание. Я, наверное, к этому стремился, это больше, наверное, даже хобби, чем работа. И надо заниматься тем, что ты любишь в первую очередь. И так, проработав там в должности главного специалиста 4,5 года, я постепенно пришел к тому, что это мое, невзирая на тот момент на, может быть, недостаточную, может быть, маленькую заработную плату, я знал, что это мое и что именно это я умею, это было мое призвание. И так и уже с 2012 года я нахожусь на государственной службе. С 2014 года, извиняюсь, с 2014 года. Самат, вот население села около 1500 человек. У вас есть ли тенденция переселения людей в город? Как вы вообще взаимодействуете с этим населением? Қазақ айтады ғой, ерім ел болмаса елім дейтін ер қайдан болсын дейді. Түсінікті. Рахмет сұрақтарыңызға. В первую очередь зависит от человеческого фактора. Допустим, понимая всю ответственность на себе, я могу однозначно сказать, что все зависит от политики одного, допустим, конкретного человека. В данном случае, перед моим назначением сюда, здесь сменился директор, и вы знаете, да, в селе Центральное есть градообразующее предприятие Карагандинская сельскохозяйственная опытная станция имени Александра Федоровича Христенко. Также самый главный вопрос какой? Вопрос обеспеченностью, занятостью, правильно? И материального блага, стабильности, заработной платы. Пришел новый директор в это хозяйство, именно поставил себе такую задачу по тому, чтобы вернуть работоспособное население, молодежь, чтобы подтянулась в село. Он выступает с такими инициативами, чтобы организовать в одном месте от выбора профессии человека, от определения профессии его, и к тому, чтобы этот человек, отучившись именно на ту профессию, именно связанную с сельскохозяйственной опытной станцией, с земледелием, он остался на селе, как говорится, обзавелся семьей и продолжал жить на селе. И эта тенденция, она принесла свои плоды, можно сказать, у нас сейчас оттока населения даже и в мыслях у людей нету. Наоборот, молодежь сюда приезжает, и есть чем заняться, есть рабочие места, более 250 рабочих мест, а в сезонный превышает 300 рабочих мест. Я думаю, все это политика принесла свои результаты, и народ потянулся в село, и у нас такой тенденции нету, оттока населения, либо что-то похожее на то. Рахмет. Самат, скажите, пожалуйста, какие были у вас ощущения, когда вы узнали, что стали самым лучшим сельским акимом нашей области? Если я не ошибаюсь, с вашего района также участвовали аким поселка имени Габидяна Мустафина Халиль Жаржанович и аким Ростовки Асхар Кожахметович. Как с ними сейчас у вас отношения? Не поменялось ли после вашей одержанной победы в этом конкурсе? Ну,
могу сказать однозначно, что перед этими людьми я преклоняюсь их опыту. Мне многому стоит учиться у таких людей, как Аскар Кожахметович, как Халил Жажанович в первую очередь. Но вы знаете, немаловажный фактор именно заданием этого конкурса было голосование. И в большинстве это, наверное, сыграло главную роль по определению лучшего сельского акима. То есть, можно сказать, на этом этапе я набрал больше голосов и могу сказать, что, возможно, в большинстве случаев из-за этого. Отношения хорошие, очень хорошие отношения, всегда к ним обращаюсь за советом, они мне, естественно, по-дружески, по-землячески, они мне очень сильно помогают, и много чего я у них беру. Все-таки бывает среди населения люди, которые поддерживают вас, есть те, которые всегда ищут в вашей работе негатив, а после этого звания, после этого титула, можно, если так сказать, поменялось ли их мнение к вашей работе? Ну, могу изначально сказать то, что работая 4,5 года в селе Тузды, я вот могу сказать, да, естественно, что меня привело к тому, чтобы работать акимом. Наверное, то умение, то желание всегда быть на виду, всегда кому-то помогать в детстве, то есть используя такую возможность, охота передать, может, нашему подрастающему поколению, что все идет с детства, когда человек сам себя познает, когда он знает, что он может быть полезен другим. Допустим, на селе мы никогда не были равнодушными к тому, когда у людей была беда, когда где-то кому-то нужна была помощь. Имея физические возможности, силу, так как подрастал, всегда мы стремились к тому, чтобы помочь соседу. Бежали со своими вилами, со своими принадлежностями, бежали, помогали, укладывали сено, помогали, не дай бог случись горе, тушить пожары. И первое желание у меня было то чтобы попробовать себя в этом. Устроившись в Туздинский сельский акимат, именно я занимался тем, своим любимым делом, что получается, получал от этого хорошие лестные отзывы от местного населения. Но подумав то, что возможно в силу того, то, что это местное население, они меня знают, процент доверия у меня очень высокий там, как говорится, я начал сомневаться, а могу ли я с другими людьми также наладить коммуникацию, также наладить связь, также получить кредит доверия. Самое главное, то, что нам говорили, помогая взрослому населению, үлкен кісілерден бата алу дұрыс қой, Нурсултан. И да, и я что хочу сказать. Самое главное, нужно было получить благословение от той или иной деятельности. Обратная связь должна была быть. Потом мне оказали доверие, избрали меня акимом в селе Сууксу. Я также начал там продолжать работать. Там получил свой кредит доверия. Там появились люди, которые очень хорошо отзывались, возможно. И это самый главный результат работы, я думаю, акима. То, что была обратная связь, и чтобы люди в какой-то мере были тебе благодарны. Одно слово меняет все, меняет настроение, меняет желание, подбивает желание работать еще активнее. И я говорю, что и село Центральное, наверное, не обошло в этом плане во внимании. Мне очень оказали доверие местное население. Очень хорошо меня встретили, очень хорошо поняли мои намерения. И я думаю, кредит доверия у меня достаточный для того, чтобы я мог сейчас уверенно сказать, то, что в этом плане все нормально. И вот этот конкурс, он мне во многом помог, так как сейчас у меня более повысилось желание, как говорится, дух работать, дальше продолжать работать.
Да, конечно, это даже вот в рамках программы Рухани Жангару, это же тоже в это входит. Этот конкурс именно предназначен, цель этого конкурса — вникнуть в проблемы, посмотреть, оценить ситуацию ближе к населению, ближе к селу, внимание свое привлечь, оценить, насколько человек способен, коммуникабелен, насколько он возымел желание показать себя, насколько он хочет доказать, и у меня или у других моих коллег, насколько получилось это или нет, ну, то, что этот конкурс прошел, в первую очередь, это очень главную роль сыграло. И, как скажу, сейчас век информационных технологий, да, мы тоже следим за комментариями, как после одной из публикаций в комментариях написали: ну, смотрите, этого человека везде пропиарили, везде о нем пишут. Надеюсь, что этот человек после того, как ему оказали доверие, он также будет продолжать работать. И это, наверное, самое главное. После этого нет пути назад, и никогда не будет сомнения в том, что ты идешь неверным путем, либо отказываться от своих каких-то идей. Получается, только нужно стремиться, и данный конкурс мне помог, как говорится, поверить в себя больше. Также, кстати, и благодаря вашему каналу сегодня. Ахмед Самат. Вот скажите, пожалуйста, в рамках программы реализуется очень много проектов. Я уверен, что и в вашем селе, ваше село не исключение. Расскажите о нескольких, но самых значимых, масштабных проектах в рамках программы Рухани Жангару, которые реализуются именно в вашем сельском округе. Смотрите, в первую очередь, что такое программа Рухани Жангару? Рухани Жангару — это нам нужно понять свою идентичность, нам нужно понять значимость каждого. Что у нас определяет экономику? У нас определяет экономику наше трудоспособное население. Надо, чтобы наше трудоспособное население хватало сознания на то, чтобы понять, что никто, кроме тебя, не может вывести страну на передовые позиции. Допустим, взять того же Геннадия Головкина. Он своим трудом и силой он добился в пользу, благодаря, возможно, в первую очередь своему таланту, в вторую очередь менеджерам. Что делает программа Рухани Жангару? Она делает в первую очередь, создает благо. Такие вместе попутно идут программы, как Аул Ель БСГ, как программа дорожная карта занятости. В первую очередь на селе что нужно сделать? В первую очередь на селе нужно сделать дороги, провести освещение. Как вы знаете, у нас Бухаржалский район, он на 70% социальный. Объекты образования у нас ремонтируются. Объекты культуры очень активно стали заниматься программой. Есть теплые залы для занятия спортом, для саморазвития. Есть коворкинг-центры, прокладывается оптиковолоконная связь, интернет, где более 20 мегабитный интернет. Это наравне так же, как и с городом. И все вот это, что я озвучил, оно у нас происходит. Нам проложили асфальтное покрытие, дорогу с асфальтным покрытием новым, 1,5 километра дороги, где мы охватили все наши социальные объекты, школы, такие как школа, ДК, офис Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции, здание науки, до монумента славы протянули. Работы еще не завершены, также будет уложено 100 метров асфальтного покрытия до врачебной амбулатории. Вот такие проекты у нас идут. И когда мы человеку создадим условия, тогда человек тогда уже можно будет говорить о том, чтобы, то есть надо навстречу населению идти, требуя от человека быть бережливым или следить за своим, грубо говоря, двором, содержать свой двор, мы должны пойти навстречу, мы должны до него
проложить асфальт, мы до него должны сделать освещение, потом мы должны говорить человеку о его духовном сознании. Такие у нас масштабные проекты, конечно же, не обошли стороной наше село. У нас прокладывается газопровод, вы знаете, с Кызылорды прокладывается газопровод. Он практически у нас под селом находится. В будущем, в недалеком будущем, 2-3 года у нас будет полностью газификация села будет произведена. У нас 4G интернет, у нас оптиковолоконный интернет. У нас проложен асфальт, и в этом году планируется буквально к концу месяца средний ремонт подъездной дороги. Это все, естественно, происходит в рамках программы «Рухани жаңғыру». Тамаша, Самат, рахмет, өте көп еңбек етіп жатыр екенсіздер. Өте қажырлы еңбек, осы еңбек ету барысында сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Скажите, пожалуйста, еще вот, как можно понять, что программа «Рухани жаңғыру» работает в целом, что программа успешна? Смотрите, я хочу сказать, что эта программа, она была создана Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в 2017 году. Основана именно на то, чтобы показать нашу идентичность. Оно основано на том, чтобы человеку дать понять, что от него все зависит. Как у нас, допустим, реализуется эта программа? Как вы знаете, человеку, чтобы определиться в жизни, нужно дать ему возможности, нужно дать ему попробовать понять, к чему он приспособлен. Поэтому у нас на базе Дома культуры, на базе библиотечной системы у нас есть модельная библиотека, где у нас в своеобразной форме, интересной для детей, презентуются те или иные направления, книги, жанры. Если человек приспособлен к музыке, нужно понять в тот момент то, что он приспособлен к музыке, то, что именно этим горит, и давать ему направление, давать все возможности ему выступать, всячески освещать это. Сейчас есть всевозможные платформы, всевозможные инструменты для того, чтобы его продвинуть. Допустим, вот таким маленьким примером, человек, зная где-то подсознание, но не ставя себе цели, он ухаживает за своим домом, за своей придомовой территорией. Ну, допустим, он не может осветить, или ему не хочется кому-то передать это, или в силу того своей занятости этим должен заняться я. Допустим, приведя пример, я, проезжая мимо одного дома, увидел то, что старым советским способом, не затрачивая многих усилий, приводится в порядок придомовая территория. Красиво покрашенный забор, побелен забор, где-то, используя покрышки, шины, привели такое небольшое благоустройство. Естественно, я не мог без внимания это оставить. Я сфотографировал, выложил у себя на странице, получил большие отклики. Люди начали интересоваться, люди стали понимать, где-то благодарить и, допустим, комментировать, что это моя родственница или это моя бабушка. Да, она такая, она всегда была такой трудолюбивой, что в результате откладывается на сознании того живущего человека. Он понимает, что он тоже так мог бы, и понимает, что если вот этот человек это сделал, то и я в силу своих возможностей, я тоже могу привести свой дом в порядок, и это не останется незамеченным. Мы должны задатки у людей прослеживать и должны всячески это публиковать. Как руководитель нашего района, он также в рамках этой программы, он ставит нам такие задачи, что нужно показывать простого сельского жителя. Если у него есть какие-то достижения, используя все рычаги, все возможности, мы должны это все осветить максимально, чтобы человек знал, что он остался незамеченным, чтобы человек знал, что от него зависит, что он может поменять, что он может своим небольшим вкладом, он может поменять сознание. Это, конечно, в результате принесет свои результаты. Понимаете, человек без идей, он не может двигаться, как
допустим, в индустриализации есть свои пятилетки, есть свои задачи. Но как нам сделать эти задачи до нужного результата довести, если у человека нет идеи, если он не горит этой идеей? Так и здесь нужно понять, нужно дать человеку понять, что от него зависит будущее Казахстана. Он может нести свой непосредственный вклад. Я могу 1000 примеров приводить жизни на селе, именно тех людей, с которых можно и нужно брать пример. Ну, допустим, пример привести нашего активиста Виталия Жаурова. Он участник множественных конкурсах, певческих конкурсах. Он у нас культработник Дома культуры. Он и выступал на таких площадках, как Останкино в Москве. Также нам нужно было это все освещать, придавать его значимости для нашего села. Этот человек, вот на примере 100 лиц Казахстана, помните же, да, вот эту программу, эту акцию? Также и здесь мы брали людей в сфере культуры, в сфере образования. Также этот Виталий, он участвовал в этом конкурсе, что вызвало бурный интерес. Мы очень дружно вместе голосовали за нашего земляка, поддерживали его всячески. И тем самым у человека, у людей остается сознание, то, что они могут в этом участвовать, они могут судьбу человека поменять, они могут быть сопричастны к этому. Допустим, человек выбросил мусор, мы можем, да, на него административно повлиять, можем его оштрафовать, но также мы можем человека, у кого преобладает сознание больше и переживание за свою землю, мы должны именно указать на того человека, кто этот мусор правильно донес до мусорки и кто именно занимается той работой. Вот у нас есть группа волонтеров, куратором у них является Бораш Алем. Они буквально ночью, в ночное время, в свободное время от занятий, в свободное время от работы, от домашней работы, они занимались по собственной воле волонтерством. Они нам помогали по селу собирать мусор, и они не трубили и не говорили об этом. Мы сами это заметили, и мы сами всячески это освещаем. Я у себя на страницах неоднократно делал публикации к этому. Мы благодарим их за это. Год волонтеров до сих пор продолжается, и мы обязательно будем подводить итоги. Мы обязательно не оставим это без внимания. И таким образом мы можем, от нас зависит, сможем мы заложить в сознание людей, подрастающего поколения, ставя пример тех, кто приносит большую пользу. Мы таким вот простым примером можем показать, что вот этот человек, он делает правильно, он помогает акимату, помогает службам справиться с этой проблемой, такой проблемой, как мусор. И что точно я знаю, что даст результат, повлияет на сознание того, которого мы бы оштрафовали, да, но, возможно, мы бы не донесли до него ту истину, то, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят в первую очередь. Рахмет, Самат. Байқап отырмын, сағат 8:30 болды, сіз әлі жұмыста отыр екенсіз, осындай қажырлы еңбек елінің, халқының қамы үшін жұмыс істейтін сіздей азаматтарымыз көп болсын. Енді алар асуларыңыз биік болсын. Осы жетістігіңізге тоқтамай, тек алға қамшыланып жүре беріңіз, шаба беріңіз, биіктен көре берейік. Әрине біз қуанамыз, осындай азаматтарымыздың бар екеніне мақтан тұтамыз. Армандарыңыз орындала берсін, тек қана алға. Рахмет. Өзіңіз Нұрсұлтан, мен де өте қуаныштымын мынандай тікелей эфирде қатысқаныма. Сіздерге көп рахмет. Солай уақытыңыз бөліп, мені шақыртып, өте қуаныштымын, өте ризамын сізге. Жақсы, рахмет. Кездескенше сау болыңыздар. Рахмет, Нұрсұлтан. Сау болыңыздар.